2,5 года назад случилось у нас несчастье. Февзия стала жаловаться на поясничную боль, которая отдает на правую ногу. Вот 2 дня так вроде бы не сильно, а потом ночью сильно стала болеть нога. И мы поехали в больницу со своими ногами, все было хорошо, только боль была. Доехали туда, сказали, надо сдать анализы. Врачи пришли, проверяли. Вот во время сдачи анализов она упала, у нее отказали ноги. По программе реабилитации ни санаторно-курортное лечение тоже не дали. Сказали, что у нее не травма, ей не положено. Вот. И все это сами. Сначала в долги влезали, потихоньку потом отдавали. Реабилитация оказалась длительной. Мы, конечно, не думали, что это так будет. И поэтому постоянно нужны были деньги. И было очень тяжело. Февзия к нам пришла где-то 2 года назад. Мы занимаемся каждых полгода по месяцу. Вот. Начинаем более с легких упражнений, увеличиваем, и с каждым разом я замечаю, что динамика у нас просто зашкаливает, чему я очень рада. Она, конечно, старается, добросовестная девочка. Уже начинает по ступенькам подниматься, стараться, ходит на канатках, то есть все идет как надо своим чередом. Я думаю, что все будет хорошо. Каждые 3 месяца нам нужно 200 000 рублей. Реабилитация, да, долгая, длинная. Нужна ваша помощь. Мы всем благодарны, кто сколько может, чтобы помогли Февзии. Дочка у меня одна, 2 старших сына. Я хочу, чтобы она ходила своими ногами, чтобы все у нее было хорошо и чтобы она была счастлива. Я этого очень желаю. Я мечтаю встать на ноги и ходить как раньше. Я нуждаюсь в помощи, хотела бы обратиться к людям, чтобы кто как сможет, тот помог, потому что это очень трудно. Ты пытаешься как-то заниматься, и морально так, и физически устаешь, но все равно я никогда это не брошу, я до конца, и я встану обязательно на ноги.